Мероприятия, посвященные 25-летию победы в Отечественной войне народа Абхазии, прошли сегодня в городе-герой Гудаута. Ветераны, матери погибших, руководство города, общественность, жители возложили цветы к памятнику погибшим. Сотни школьников также приняли участие сегодня в шествии бессмертного полка. Юная Регина Папаскирис сжимает в руках фотографию своего дяди. Она слегка волнуется, но старается не показывать этого. Регине впервые выпала возможность участвовать в шествии бессмертного полка. Признается, для нее это особенно важно. Нурику было 20 лет, он пошел воевать за своим отцом. В Гаграх это было, он погиб начало войны. Он погиб сразу. Я горжусь своим дядей, и мы благодаря ему живем сейчас. Фотографии всех героев Гудаутского района, сложивших свои головы за свободу и независимость нашей Родины, держали в руках учащиеся школ города. Может быть, не все имена героев сегодня известны, но никто не сомневается в их героизме. Осознавая все это, дети с особенным трепетом относятся к портретам. Салима Дзидзария прошла в бессмертном полку с фотографией Мираба Бения. У меня, получается, близкие родственники бениевцы, и я увидела эту фамилию и взяла этот портрет. К сожалению, я не знаю историю этого погибшего человека, но я знаю историю своих близких родственников. Мы обязаны помнить, чтить этих людей, которые положили свои головы, не жалели себя ради нашей Родины, ради нашего будущего. Еще задолго до начала шествия бессмертного полка у памятника погибшим начали собираться люди. Военные песни, дети в майках с надписью «Спасибо за победу», с флагами в руках создавали особую праздничную атмосферу. Сегодня здесь было все – и слезы, и грусть, и воспоминания о погибших боевых друзьях. Все случаи войны, они, по-моему, незабываемые, их помнишь постоянно. Но вот самый такой случай для меня лично был гибель моей подруги Виолетта Клевская. Она погибла на учхозе. Терять близких, родных людей – это всем больно. Но когда твоя близкая умирает на твоих руках, и выражение ее лица я, наверное, запомню на всю свою жизнь. Я поздравляю весь народ Абхазии с этим праздником. Пожелаю всем здоровья. Чтобы возложить цветы к памятнику, люди шли нескончаемым потоком. В этот день всем хотелось отдать дань памяти защитникам нашей Родины. Люди поздравляли друг друга с праздником и делились воспоминаниями 25-летней давности. Нам тогда и не поверилось, что пришла эта долгожданная победа. Разные чувства нас охватывали. И слезы, и радость. Очень много, конечно, остается в памяти нашей. Но самое главное, то, что сегодня мирно, спокойно, и мы можем растить будущее наше светлое поколение. Победа досталась нам ценою, большой ценой. Вы видите, сколько погибло наших братьев. И я хочу поздравить всех своих ветеранов, особенно реактивную батарею «Град», где я непосредственно участвовал, Новоафонскую резервную бригаду, где изначально мы начинали эту войну. Всех наших ветеранов. В этот день ветеранов поздравляли и школьники. Мы пришли поздравить ветеранов. Благодаря ним сегодня День Победы. Они спасли нашу землю. Мой дядя, мой дедушка, они воевали во войне и рассказывают очень часто о войне. Мероприятия, посвященные 25-летию победы в Отечественной войне народа Абхазии в Гудауте, завершились праздничным концертом. Сария Смер, Томас Чиковани, Абхазское телевидение.